Всем привет и добро пожаловать на следующий эпизод нашего подкаста. Сегодня у нас в гостях Роб Макнил, заместитель директора наблюдательного центра по миграции при Оксфордском университете. Добро пожаловать, Роб. Спасибо, что пригласили меня. Сегодня мы поговорим о миграции и СМИ. И мой первый вопрос: почему важно говорить о миграции в СМИ? СМИ играют важную роль в правильной передаче сообщений о миграции и связанных с ней темах. Миграция всегда была важной темой в медиа. На самом деле, я работаю в миграционной обсерватории в Оксфорде уже 14 лет. И я сосредоточен на медиа. И в течение 14 лет, когда кто-то спрашивает меня, чем я занимаюсь, я говорю, что работаю над вопросами миграции и медиа. Они отвечают: «О, вы, должно быть, им сейчас заняты». И они говорят, это уже 14 лет. Это проблема, которая всегда возникала тревога и напряжение, потому что это что-то, что актуально для любой страны, в какой бы стране ты ни был, из какой бы страны ты ни приехал. Всегда возникают вопросы, например, идентичности, вроде нас и них, и способы, которыми люди пытаются играть друг против друга. У СМИ тоже сложная задача, потому что они должны сообщать о национальных интересах и о том, что волнует людей. И поэтому медиа часто, и медиа также, я имею в виду, мы должны помнить, что медиа – это не только одно, их много. Разные виды медиа-организаций работают по-разному, но когда организации сталкиваются с действительно сложным явлением, таким как миграция, они обычно сводят это к одной простой идее. Мигрант – человек, который приезжает что-то сделать. И обычно это их друзья, или их описывают в довольно негативных тонах. Один из них приходит к нам, верно, и я думаю, что это своего рода... Это то, что, как мне кажется, в какой-то степени, естественно, вызывает подозрение, да? Но проблема в том, что эта реальность ситуации гораздо сложнее, чем это. Поэтому эти упрощенные определения часто продолжают... В конечном итоге это приводит к тому, что люди действительно медийный контент или увидеть что-то по телевизору о миграции. Представь, что это очень сложная вещь, на самом деле проста. И есть легкое решение для этого. Например, просто выгоняешь мигрантов или не выгоняешь. Или ты не позволяешь им собрать твою работу или что-то в этом роде, верно? Когда говоришь это вот так, кажется, что... конечно, можно так сделать. Почему мигранты должны отбирать наши рабочие места? Но реальность гораздо сложнее. Так, когда медиа описывают эти вещи, они ограничены рамками медийных продуктов. История может быть всего несколько сотен слов. Длинным, если его написать. Видео, как правило, для новостей делается на пару минут. Понимаете? Насколько подробно вы можете рассказать людям? Я имею в виду, насколько вы можете передать человеческую сторону тех, о ком вы говорите, разбираясь с этими местами. Так что это очень длинный ответ на это на своего рода и очень расплывчатый ответ на своего рода сложный вопрос. Думаю, что по сути, да, как я и говорю, это всегда была проблема. Я серьезно... Сегодня мы говорили, ты и я, когда мы обсуждали эти вопросы сегодня и вчера во время тренировки. И даже если вернуться к библейским временам и посмотреть на истории в Библии, или такие вещи, как история, или, вы знаете, в оригиналах, основных текстах авраамических религий, иудаизма, христианства, ислама, они все занимаются проблемами миграции, исхода, знаете. Когда евреи были изгнаны из Египта фараоном, хиджра Мохаммеда, бегство Иисуса в пустыню и в Египет. Так что это все истории о миграции хорошо. Так же, как мы можем смотреть на наскальные рисунки 10 тысяч лет назад и видеть изображения людей, которые перемещаются. А что у вас с наскальной живописью? У вас есть средство общения, которое тогда было у людей, верно? И это то, что медиа – это средство коммуникации. Такими вещами всегда занимались миграцией. Я думаю, что сейчас есть одна вещь, которая действительно важна. Важно, что теперь людям легче путешествовать на большие расстояния, чем раньше. Может быть, 100 лет назад это происходит чаще. И у нас есть вещи, такие как, например, после Второй мировой войны мы создали конвенцию о беженцах.
И Конвенция о беженцах – замечательная вещь, которая обеспечивает защиту для людей и означает, что страны теоретически мы должны постараться обеспечить, чтобы люди пытаются избежать преследований и могут быть защищены, верно? Это здорово, но это также означает, что есть международный инструмент, который дает своего рода козырь для иммиграционных систем по всему миру. Это создает всевозможные вызовы и проблемы, потому что часто страны не хотят иметь дело с большими группами людей. И часто люди думают, что могут претендовать на статус беженца или убежище, когда на самом деле у них нет на это прав. Это сложная ситуация. И, конечно, после глобальных событий. За последние 10-15 лет произошло увеличение числа глобальных конфликтов и проблем, особенно таких, как война в Сирии. У нас, конечно, была война в Украине и различные другие вещи, которые были созданы. И на самом деле, очевидно, мы говорим о вещах, которые ближе к нам в данный момент географически, но и в Африке. У вас проблемы в Судане. Постоянно возникают проблемы в разных частях Африки, к югу от Сахары, в Северной Африке, коллапс режима в Ливии. Все эти факторы создали ситуацию, когда люди в отчаянном положении начинают переезжать. Но при этом огромное количество людей по всему миру ради работы, учебы или просто чтобы присоединиться к членам семьи. Все это создает напряженность и сложности в СМИ, на людях и в общественных дебатах по всему миру. Это был такой длинный ответ. Прошу прощения за то, что так долго болтал. Спасибо за такой подробный ответ, особенно за описание исторического аспекта миграции. И можешь сказать, в наше время, когда у нас этот миграционный кризис, как, по вашему мнению, современные СМИ освещают вопросы миграции и связанные с ними темы? И как они фокусируются на этих проблемах? Пока это сложные вопросы, на которые трудно ответить, они всегда сложные. И потом я заканчиваю тем, что даю вам очень длинный ответ на это, но нет единого способа сделать это в медиа, верно? Как я уже говорил, медиа – это не одно и то же. Медийные среды в разных странах принципиально отличаются друг от друга. И что важнее, медиа – предмет, да? Медиа – это работа людей, верно? Значит, медиасистемы развиваются, потому что люди делают определенные вещи определенным образом. Так, система СМИ Великобритании, которая есть, и работающая в Великобритании у журналистов совсем другая рабочая среда и система ожиданий. Даже в такой похожей стране, как Германия, да, и я провел анализ этого вопроса. Так что я могу сказать, что я не уточнил вначале, что я тоже бывший журналист, верно? Так что я работал в журналистике почти 10 лет. А рабочая среда в Великобритании, особенно в газетах, была очень... Вы сосредоточились на активном сборе историй. Это был процесс, в котором журналисты всегда пытались победить. Это было как игра, и ты пытаешься выиграть ее. Да, чем лучше история, тем больше... Или, возможно, вы можете создавать проблемы. Ну, знаете, если есть, например, политик, который не нравится вашей газете. Верно. Тогда вы бы выходили и пытались создать проблемы для этого политика. Знаете, просто получить историю на первой полосе уже было бы большим успехом. Поэтому вы бы активно пытались добиться этого. Более мощная история, правда, в то время как в немецких СМИ. И я провел некоторые качественные исследования, интервью с журналистами из разных европейских стран. Немецкие СМИ были более сосредоточены на... Было больше ощущения, что это образовательный процесс, что они должны быть там для того, чтобы информировать людей и делиться мудростью и знаниями, верно? Звучит лучше, правда? Звучит лучше, чем этот слегка агрессивный и ужасный британский подход к делам. Но результатом также было то, что это было немного как бы... Иногда это означало бы, что журналисты были бы немного самодовольны в том, как они это делали. Но это также могло бы значить, что продукты были бы менее интересными, правда? И на самом деле... Все время это продукты, которые люди должны продавать, верно? И если вы продаете продукт, то вы должны создайте что-то, что будет привлекательно для вашей аудитории, и тогда вы победите. И тогда вы задумываетесь, как это связано с такой темой, как миграция. И вы понимаете, что на самом деле это тема, которая является частью вашего продукта.
и делаете ее захватывающей, как журналист, делают тему миграции увлекательной, они, как правило, будут сосредотачиваться на тех частях этого очень большого, очень сложного вопроса, которые шокируют или тревожат, или знаете, как это считается чем-то угрожающим или как-то так, которые создают искаженную картину того, что такое миграция. Это одна из причин, по которой люди, например, так сильно сосредотачиваются о том, о чем мы только что говорили. Что ж, миграционный кризис, да, я делаю это пальцами, потому что это миграционный кризис, люди передвигаются. Это кризис, люди всегда переезжают. Люди переезжают в ответ на проблемы. Но на самом деле подавляющее большинство из них переезжают по совершенно обыденным причинам. Они не убегают от преследования, они движутся вместе. Работа с лучшей оплатой, или они переезжают, чтобы присоединиться к члену семьи, или, возможно, они собираются учиться где-нибудь, или, возможно, и это то, что, я думаю, все забывают, возможно, они переезжают играть за Боруссию Дортмунд, затем решиться играть за Манчестер Сити, так ведь? Это все равно миграция, верно? Переезд из одной страны в другую работа ради любой другой цели, на самом деле, это тоже процесс миграции. И люди склонны думать, что миграция – это что-то, что совершается только бедными. Люди. Миграция также всегда была чем-то элитным. Правда, это действительно богатые, успешные, важные и влиятельные люди всегда так делали. И все же мы склонны использовать терминологию, описывая миграцию, которая делает ее чем-то, что совершается только бедными и отчаянными. Правильно, я уверен. Очевидно, я имею в виду, что в Таджикистане у нас много трудовой миграции. И она, как правило, ниже работы с низкой оплатой, на которые люди идут в местах таких, как Российская Федерация. Так что это своего рода много таких низкооплачиваемых вещей. Низкооплачиваемая и, так сказать, низкодоходная работа, которую выполняют. Держу пари, что есть очень-очень богатые таджики. Также переехали в другие страны и живут в других странах, но мы не называем их мигрантами. Понимаешь, о чем я? Ты называешь этих людей экспатами, но это все равно миграция, верно? Итак, пытаться понять, что эти проблемы крупнее и сложнее. Большинство миграций невероятно скучные и обыденные, правда? И я очень хочу, чтобы люди могли это понять и ценить, что миграция... Я хотел бы, и я собираюсь украсть фразу Дональда Трампа, хорошо, я хотел бы снова сделать миграцию скучной. Правда, было бы здорово сделать миграцию снова скучной, потому что это означало бы, что люди меньше сосредотачиваются на тех небольших моментах, которые пугают людей, верно? Итак, это снова был очень длинный ответ на... Это не очень исчерпывающий ответ, потому что попытка ответить на вопрос о том, как медиа освещают миграцию, это просто слишком много. Каждая СМИ делает это по-разному. Каждая история о миграции немного отличается. Каждая страна и нация по-разному с этим справляется. У нее разные политические вопросы, связанные с этим. Я имею в виду, Великобритания и Таджикистан имеют такие разные профили миграции, что это почти как на разных планетах, если говорить о том, как все устроено. Так что ответить на это сложно. Большое спасибо. Я думаю, что средства массовой информации обычно, знаете, влияют на восприятие мигрантов и на то, как мы их видим. Итак, как ты думаешь, существуют ли стереотипы, которые СМИ используют, чтобы показать мигрантов и проблемы, связанные с миграцией? Прежде чем я на это отвечу, я позволю себе немного поспорить с вашим утверждением, что медиа играют основополагающую роль, формируют мнение людей о миграции, верно? Есть много вещей, которые формируют восприятие людей о миграции. Например, то, что ваша семья думает о миграции, формирует ваше собственное мнение по этим вопросам, где ваш социальный класс формирует ваше мнение об этих вещах. Так что вы человек из элиты или кто из элитного класса, кому кажется совершенно обычным, что они могут путешествовать по всему миру, верно? Исаак, будут ли вас тепло принимать в местах, куда вы отправляетесь? Формирует ваше мнение о том, является ли миграция приемлемым решением, верно? Так много всего влияет на то, как люди думают о миграции. Это независимо от изображений в СМИ. Теперь мне кажется, что СМИ – важное пространство, где идеи
создаются, в которых нарративы уточняются, и в которых процессы повествования, вероятно, сложились за многие-многие годы. Много лет в разных странах это повторяется. Но возьмем, например, такую страну, как Венгрия, да? Венгрия имеет давнюю традицию воспринимать себя на границе христианской Европы, верно? Так что, когда Османская империя вроде как было так, что когда Османская империя расширялась, Венгрия видела себя как бастион защиты, христианская Европа против мусульманской Османской империи, верно? И этот нарратив, эта концепция угрозы с Востока все еще существует в венгерском обществе. Национальные нарративы и медиа играют важную роль в укреплении того, что люди уже думают и говорят, верно? Так что это не то, что у нас чистый лист бумаги, который журналисты приходят с такими мыслями и начинают что-то вроде такого без предвзятых мнений или идей, пришедших откуда-то еще. Это что-то вроде исторического контекста нации, влияет на то, как эта нация воспринимает вещи, и это влияет на то, как эта нация затем просто в том, как медиа в этой стране потом будут обсуждать такого рода вещи, правда? Так что все эти вещи могут повлиять на образ. СМИ и нарративы создаются. С учетом всего сказанного, вы говорили о том, существуют ли стереотипы, и могут ли эти стереотипы, можно ли их часто встретить по всему миру. И я думаю, что да, правда. Я думаю, одной из самых важных вещей – это то, что с словом «миграция» связаны определенные фразы. Правда. Поэтому есть определенные слова, которые вы всегда найдете рядом с словом «иммиграция». Одно из них – нелегальная, правда? Так вот, идея, что миграция происходит нерегулярно, все время повторяется настолько, что когда люди говорят об иммигрантах, часто воображаемый мигрант, который у людей в голове, это кто-то, кто как бы тайно пересекает границу и нарушает правила. Так что концепция нелегального иммигранта определенно своего рода троп. Это проблематично, потому что, на самом деле, опять же, большинство миграций не являются нелегальными. Легально. Большая часть миграции происходит легально. Очевидно, вы знаете, иногда возникают проблемы с перемещением людей. Пересекают границы без законного статуса, но даже когда люди пересекают границы незаконно, иногда, я думаю, что главный аргумент заключается в том, что это должно быть терпимо. Может не быть другого способа, как избежать проблемы, кроме как незаконно пересечь границу. Даже термин «нелегальный иммигрант» предполагает, что вы знаете законный статус человека. Так что это проблематично, я думаю, особенно в европейских странах. Идея иммигранта обычно ассоциируется с людьми, которые не белые. Хорошо, я имею в виду, в этом есть расовая динамика. Это не совсем так, и есть много аргументов в академической среде обсуждают, как даже разные белые сообщества воспринимаются как не белые. Почти не европеец в том смысле, что их так представляют. Ну, они меньшинство, и у них свой рассматривается таким образом. Этнический момент, на мой взгляд, это распространенное клише. И в то же время игнорирует тот факт, что миграция очень разнообразна. Люди разных рас, этнических групп, культур и религий, и многие из них белые, а многие нет. Но я думаю, эти расовые различия определенно играют в этом роль. Часто не говорится прямо в историях. Это не будет кто-то, кого ты знаешь, но будет подразумеваться, что этот человек может быть, ты знаешь, той же национальности, что и читатель. Правильно? Так что вот такой аспект, и я думаю, что от этого невозможно убежать. В этом есть и классовый аспект. Я имею в виду, что мы уже говорили об этом ранее. Люди склонны ассоциировать мигрантов с бедностью, да? Мы были бедными, отчаянными и, наверное, вы знаете, и, следовательно, потенциально быть как бы риском в связи с преступностью или делать, да ты знаешь, типа делать работа, которая вроде как такое, чего мы не хотим делать, если ты понимаешь, о чем я, да? И все такие вещи обычно просто неявно в репортажах СМИ о миграции.
Так, как я уже говорил, они могут не быть выражены напрямую, но есть общее предположение. Другое дело, что миграция обычно что-то, что обсуждается, когда это обсуждается так, как будто бы это из-за большого количества людей, которые движение это просто данные. Это просто набор абстрактных вещей, которые пересекают границы и делают то, что вы должны контролировать, почти как вы. Как включать и выключать кран или что-то в этом роде, правильно? И это обесчеловечивает людей. Это так, что это не только то, как описывают людей. И иногда люди вообще отсутствуют в историях о миграции. Это просто цифры и поток. И остановить это, или атаковать это, или что бы то ни было. Это просто что-то, на чем меньше сосредоточены. Вообще, это признают, что это человеческий процесс и нормально, и что это просто превращает это в уравнение. Что так или иначе, ты должен найти ответ. В основном говоря, что миграция – это проблема, которую как-то надо решать. И, конечно же, это не так, это естественный человеческий процесс, который всегда происходил. И это сложно, потому что в национальных государствах есть ограничения, есть границы и есть способы, которыми нужно управлять процессами. Но управление процессом отличается от решения проблемы, и в этом заключается часть задачи. Полностью с тобой согласен. И для борьбы с этими стереотипами, как ты думаешь, должны ли быть этические стандарты или этический кодекс, которые журналисты и средства массовой информации должны использовать при создании этих статей? Ведь есть масса различных этических стандартов, которым нужно следовать. Одно из них – придерживаться фактов, не делать предположений. Я полагаю, что ты что-то знаешь. Иметь дело с вещами, которые вы можете фактически подтвердить, и обеспечивать контекст. Убедитесь, что вы не просто предоставляете один факт, а поясняете его. Ситуация, в которой существует этот факт, верно? Так что это две очень простые вещи, на мой взгляд. Быть очень осторожным, слова, которые вы используете. Я имею в виду, что термин «нелегальный иммигрант» в целом проблематичен, потому что он подразумевает, что кто-то, чье-то существование, само существование кого-то является преступным, верно? И это также подразумевает, что вы знаете, какой юридический статус у этого человека. Теперь могут быть ситуации, когда вы имеете дело с кем-то, кто прошел через своего рода юридический процесс, и было очевидно показано, что у него нет правовых оснований для нахождения где-то. Это нормально. Но часто, когда люди пишут о нелегальных иммигрантах, в кавычках, они пишут о людях с предположением, что у этого человека нет законного права находиться где-то, где мы хотели бы его видеть. Явное доказательство того, что это так, особенно в контексте, как я уже говорил вам, вопроса о предоставлении убежища, потому что с Женевской конвенцией говорит, что в основном люди должны наказание за способ въезда, если они собираются просить убежища. А если вы просите убежища, то вы законно проживаете где-то, даже если вы въехали незаконно. Поэтому будьте осторожны с теми словами, которые вы используете, особенно с метафорами, хорошо? Журналистам нравится использовать творческий язык, который создает образы в сознании людей и все такое, и это действительно важно. Но если вы начнете использовать метафоры, которые подразумевают катастрофы, например, тогда вам нравится, так часто говорят о потоке мигрантов, верно? А поток явно концепция катастрофы. В Великобритании были описания в преддверии Брексита о роях мигрантов. Знаете, эти метафоры, сравнения с животными, все это лишь обесчеловечивает. И они оставляют нас в ситуации, когда мы не думаем о не только защищать, но и уважать. Вот правильный способ сказать о защите прав людей. Ну и что еще? Я имею в виду, будьте осторожны с числами. Я имею в виду, цифры могут вводить в заблуждение. Это действительно важно. Дата-журналистика действительно ценна. И данные – это действительно важная вещь, которую нужно использовать. Фактическую информацию, на которой вы должны основывать свои выводы в первую очередь. Но вы должны понимать, что на самом деле означают цифры. Знаете, если вы смотрите на количество мигрантов по стране, ну что вы имеете в виду? Вы говорите о людях-иммигрантах на этом? Или вы имеете в виду, что это люди, которые являются иностранными гражданами? Вы хотите сказать, что это эти люди? Тех, кого вы определили как не являющихся частью вашего сообщества тем или иным образом. Я имею в виду, существует множество разных способов определить людей как мигрантов. Даже понимание того, как вы считаете людей,
очень важно, но также важно понимать, как кто-то изначально попал в набор данных. Важно. Вот так. Я пытаюсь вспомнить еще, что тебе нужно сделать, и еще не превращая это в сенсацию. Я понимаю, хочется рассказывать интересные истории. Это же работа журналиста. Но если ты просто... Я пытаюсь сделать что-то, что просто делает историю увлекательной ради ее увлекательности. Это потенциально создает наносить вред людям дальше по цепочке. Это то, чего я настоятельно рекомендую избегать, понимаете? Это сложно, потому что как журналист ты балансируешь между двумя вещами. Необходимостью предоставить информацию и как прямолинейный независимый анализ чего-то с необходимостью предоставить что-то, что люди действительно будут рады читать. Поэтому вы стараетесь делать вещи захватывающие как-то так. Но вам просто нужно немного это уменьшить, потому что когда вы имеете дело с людьми и вещами, которые будут иметь фундаментальное влияние на жизнь людей, вы должны уважительно к этому относиться. Я думаю, что уважение к человечности является основой этических соображений. И еще кое-что. Также, если ты участвуешь, если ты действительно работаешь, вы делаете работу, которая что и в чем. Это включает интервью с мигрантами, разговоры с людьми об их опыте. И всегда удостоверяться, что вы действительно получили их согласие, что они понимают последствия общения с вами. Они могут сказать вам нечто, что может повредить их права находиться в стране, например. И они должны знать, что вы собираетесь сообщить о них и кто это увидит, правильно? Так что важно быть ясным о их понимании того, что значит участвовать в истории, которую вы создаете, действительно важно. Поэтому это тоже важно. Понятно. Помните, на обучении мы обсуждали интеграция и ассимиляция мигрантов на новом месте. Так что если мы скажем, что СМИ работают в основном для своих сообществ и местных жителей, населения, скажем так, как мигранты, могут изменить эту перспективу и восприятие их, возможно, с помощью интеграции и ассимиляции в это сообщество. Что могут сделать мигранты, чтобы изменить эти стереотипы и быть иначе изображены в СМИ? Здесь есть и несколько разных моментов. Вначале вы упомянули ассимиляцию и интеграцию, а это две довольно разные вещи. В Великобритании обсуждение миграции не склонно учитывать ассимиляция, потому что это в сущности подразумевает, что есть какое-то идеальное представление о британскости, которое к чему должен стремиться мигрант, приезжающий в страну. Должны стремиться стать такими, что они должны все делать определенным образом. И это будет значить, что они впишутся, верно? Но это не возлагает ответственности на принимающее сообщество. Действительно быть гостеприимными к мигрантам, и это не что-то, что... Это, я думаю, разумно просить кого-то сделать. Я имею в виду, что было бы неразумно кому-то сказать, что он должен поменять свою религию, потому что он не является ее частью нашего сообщества. Если вы поклоняетесь... Знаешь, если ты поклоняешься своему Богу, кем бы он ни был, я не думаю, что это разумно ожидать от кого-то, потому что это фундаментально для людей. Так что заставлять людей ассимилироваться в культуру, это в целом это не считается хорошим способом делать что-то. Поэтому вместо этого мы говорим об интеграции. И интеграция больше о том, что процесс взаимного приспособления, о котором говорят, происходит так. От мигрантов ожидают, что они будут приспосабливаться к местному сообществу, не создавая проблем. Правильно, если не существуют определенные практики, которые действительно раздражают людей. Я имею в виду, часто возникают серьезные опасения по поводу отношения между... иногда в некоторых странах мужчинам разрешено вести себя определенным образом по отношению к женщинам. Этого бы не приняли в Великобритании, или есть ожидание женской скромности, или что-то в этом роде, что не актуально в Великобритании, так здесь не живут. Живете и знаете такие вещи, вы должны уметь... Мигранты, живущие в Великобритании, должны понимать, что является нормой. И практики в Великобритании. Что касается гендерных отношений, если вы этого не понимаете, можете попасть в большие проблемы. Но, с другой стороны, я считаю, что также необходимо, чтобы
сообщества, в которые люди приезжают, были гибкими и разумными и могли на самом деле приспосабливаться и признавать, что если, например, знаешь, есть определенные религиозные практики, которые люди называют важными, и которые нужно праздновать, им нужно позволить это делать и не мешать. Близко к этому с тем, чтобы сделать это или предотвратить его поведение совершенно разумным образом. Или если люди хотят одеваться определенным образом. Или если люди хотят, я имею в виду, если люди хотят готовить определенную еду, это должно быть тем, что празднуется и наслаждается, и что мы можем... Все, и что мы все можем наслаждаться этим вместе, а не быть предупрежденными, что если вы не готовите рыбу с картошкой, то с вами не будут говорить, понимаете, вот и все. Это не полезно или ценно. Чтобы общества менялись и приспосабливались к разным практикам, нужно уважать опыт людей и понимать, что люди имеют разное происхождение и разные взгляды на вещи обеих сторон. Вот что на самом деле означает интеграция, знаете. И поэтому я думаю, что когда мигранты прикладывают усилия, понимание сообщества, в которое они переезжают, и уважительное отношение к ним, это всегда хорошо. Думаю, важно, чтобы сообщество, в которое они переселяются, также... И я считаю, что СМИ могут сыграть роль в подготовке этих сообществ. Гостеприимный, радушный. Я имею в виду, трудно заставить кого-то быть приветливым. Знаешь, трудно сказать кому-то, что он должен быть приветливым, если он этого не хочет. Но если не создавать, нужно, чтобы контакт был с обеих сторон. И нужно учиться друг у друга. Прекрасно, чтобы любые сообщества могли хорошо функционировать вместе. И, знаешь... Я не могу придумать, как сделать это лучше. Думаю, медиа могут сыграть важную роль в этом, но одна из важной части этого с точки зрения медиа. Очень важно иметь представительство мигрантов в историях о мигрантах. Есть человек в Великобритании, с которым я много работаю над представлением мигрантов в СМИ, и она сказала... Вы бы не написали историю о женщинах без включения женского голоса. Там, зачем ты это делаешь? Это явно будет неуважительно и явно не только рассказывать одну часть истории, верно? И аналогично, если вы собираетесь написать историю о миграции, о мигрантах, о том, как живут люди в определенном месте, тогда нужно дать этим людям возможность объяснить, что они чувствуют, через что они прошли, что они пережили. И такие вещи также могут сильно повлиять. Так что на самом деле это отчасти это ответственность СМИ в этой стране, но также и немного ответственность диаспорального сообщества постараться донести свой голос до тех мест, где их могут услышать и чему-то у них научиться. Опять же, я дал вам очень длинные ответы. Простите. Большое спасибо. На самом деле, мне нравится, что вы охватили все остальные мои вопросы, и подкаст идет очень гладко. Мы уже обсудили прошлое и настоящее. Давайте немного поговорим о будущем. Как вы думаете, как технологии повлияют на миграцию и ее освещение в СМИ? Так что это интересный вопрос. Первое, что надо помнить, это то, что технологии уже сильно влияют на миграцию, как наличие смартфона. Доступ к видеозвонкам и всему подобному сильно изменил жизнь людей, которые переехали за границу, потому что это позволяет им поддерживать связь со своими семьями, верно? 10, может быть, 15 лет назад это было довольно неслыханно, правда? И внезапно мир изменился так, что это делает более осуществимым и менее страшным быть вдали от семьи, зная, что можно... Общайтесь с ними по WhatsApp каждый день, знаете, такие вещи действительно имеют большое значение. Так что это уже, я думаю, облегчает ему задачу. Или есть еще много других вещей, которые тоже происходят, например, такие базовые вещи, как наличие. Знаете, иметь возможность для отслеживания местоположения людей. Это действительно важно с точки зрения некоторых из этих вопросов. Не знаю, слышали ли вы о программе по поиску пропавших мигрантов МОМ и подобных проектах. Потому что в ситуациях, когда люди совершают опасные поездки, чтобы получить убежище, наличие смартфона опять становится действительно важным, действительно ценно, потому что это предоставляет информацию о том, кто вы, откуда вы и так далее. Вы собираетесь.
и может быть очень важной страховочной сеткой. Итак, вот пара примеров, уже произошедших и имеющих немалую ценность. Теперь в контексте технологий, я имею в виду будущее, я имею в виду, это зависит от того, считаете ли вы это технологией, но мы уже давно выбрасываем углеродные выбросы 200-300 лет в таком огромном масштабе, что мы, очевидно, видим огромные проблемы с изменением климата, и это общее мнение. Я имею в виду, трудно сказать, каким будет реальное влияние изменения климата на миграцию. Мы уже видим, как люди перемещаются из-за возникающих проблем в результате засух, наводнений и всех других событий, которые происходят. И не урожаи со всем этим, но одним из последствий, которые мы наблюдаем, кажется то, что люди склонны переезжать внутри страны, а не за ее пределы, когда они пытаются спастись от изменения климата. Так что в данный момент идея о массовое количество климатических мигрантов, отчаянно пытающихся сбежать, я не знаю, например, из Северной Африки и прибыть в Европу, что является распространенной темой, в дискурсах об изменении климата и его влиянии на Европу склонны быть немного преувеличенными. Я имею в виду, я не думаю, что это так далеко. Прогнозировать, что будет в будущем, не в моих правилах, но я не думаю, что это главный фактор. И я считаю, что миграция очень сложна и дорога, даже если вы мигрируете нелегально. Это совсем не бесплатно, и люди рискуют многим, чтобы делать такие вещи. Поэтому это очень более нормальным, но скорее как стратегия избежать такого последствия, если это переехать внутренне, а не внешне. Так что так, это, думаю, несколько факторов, которые уже изменили ситуацию и, возможно, изменят ее в будущем. В плане роли, что это приведет их к этому. Разные технологии способствуют освещению миграции в СМИ. Опять же, сложно сказать, но такие вещи, как искусственный интеллект и программное обеспечение для перевода оказывают огромное влияние. Мы говорили об этом ранее. Сделать так, чтобы их услышали. Сложно, если ты не говоришь на языке страны, в которую едешь, правильно? Но программное обеспечение для перевода справляется с этим очень хорошо. Знаешь, даже за последние 5 лет влияние возможность этих вещей быстро переводить значительно улучшилась. И поэтому, если ты хочешь связаться с ней, если ты живешь в Соединенном Королевстве или Российской Федерации или где угодно, если вы хотите, чтобы вас услышали, у вас есть механизм для этого, что может быть. Думаю, большинство таджиков все равно говорят по-русски, так что это не будет большой проблемой, а вот в Великобритании может быть довольно сложно. Таким образом, если вы хотите быть услышанными, такое программное обеспечение весьма полезно и в целом может помочь вам найти способы выразить себя, которые вы бы ограничены в ваших возможностях за пределами родного языка. Так что это важно. Мой коллега проводит исследование по роли генеративного ИИ в создании изображений, который действительно может запечатлеть истории людей, даже когда они не смогли их сфотографировать, что с ними произошло. И с точки зрения повествования это действительно очень интересно. С этической точки зрения это сложно, потому что создание фальшивого изображения, даже настоящее дело, правильное дело, сказать, что делать, трудно. Но это также поднимает множество этических вопросов на будущее. И, честно говоря, нам придется посмотреть, как все это будет развиваться. Перед тем, как мы сможем действительно понять это, ценным или проблемным, какими бы они ни были, я думаю, что еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, это то, что социальные сети за последние десятилетия или около того сильно повлияло на способность мигрантов поддерживать связь друг с другом, что мы уже упоминали, но также дезинформация и распространение дезинформации о миграции, которое создало действительно неприятные ситуации, поскольку националистических реакций в разных странах. Так что я имею в виду, в этом есть свои плюсы и минусы. И я не уверен, что у меня есть четкий ответ на то, как технологии это повлияет на эти вещи в будущем. Я могу вам это гарантировать. В завершение я хотел бы, чтобы вы дайте топ-5 рекомендаций по СМИ и топ-5 рекомендаций для мигрантов. Во-первых, помните, что миграция – это не одно монолитное явление, хорошо?
Существует множество различных типов миграции. Не говори об этом так, будто это просто бедняков или кого угодно. Да? Эта миграция подразумевает... Миграция, она отличается для каждого человека, который переезжает, и для каждой страны, из которой переезжают, и для каждой страны, в которой переезжают. Это влияет на каждую отрасль, в которую они идут. Миграция сложна. Помните, что миграция сложна. Ладно. Номер 2. Я не уверен, да, что порядок моих 7 вещей правильный. Нет, не существует правильного количества миграции, верно. Многие принимающие страны сидят и говорят, что они переполнены. Да, нет правильного числа мигрантов, нет способа оценить, какое количество миграции должно быть правильным. И представить, что есть ответ на это, значит... полностью ошибочно. Оптимальное количество людей в вашем обществе будет зависеть от массы факторов, в зависимости от того, какой вопрос вы задаете. Если вы хотите иметь самую чистую окружающую среду, при этом вы, возможно, сможете это иметь. Я имею в виду, наверное, вам вообще никто не нужен, и всем нужно уходить, так? Если вы хотите иметь самую большую и быстро растущую экономику, то вам нужно много-много людей, но это может нанести большой вред окружающей среде, верно? Так что это совершенно разные вещи. Перспективы, которые требуют очень разных чисел мигрантов, и людям, как правило, хочется обоих этих вещей одновременно, верно, так что нет правильного количества мигрантов. Зависит от того, чего вы пытаетесь достичь. Зависит от, в которой вы живете. Это зависит от множества факторов, поэтому нет единственного правильного способа делать что-либо. Не существует волшебного решения любых проблем с миграцией, верно? Любые проблемы, которые могут возникнуть с миграцией, это вещи, с которыми вам придется столкнуться сложности, потому что они будут создавать компромиссы. Миграция создает компромиссы. Когда большое количество людей перемещается куда-то, это может сильно ускорить экономику. Но это также может создать проблемы с инфраструктурой. Вы можете столкнуться с ростом цен на жилье, пока ждете, пока люди построят достаточно недвижимости для переезда. У вас могут быть проблемы с самыми разными вещами. Нет волшебного решения, верно? Если вы скажете людям не приезжать, ваша экономика может рухнуть из-за этого. Так что существует множество различных элементов, но всегда есть компромиссы, связанные с ними. Любые ваши попытки управлять ситуацией будут иметь последствия, так что нет волшебного решения. Так что вот еще один. Будьте очень внимательны с числами, хорошо? Числа хитрые, понятно? Нужно убедиться, что вы их правильно поняли и учитываете контекст. Слова, которые ты только что сказал, не 5 ли их было? Окей. Значит, это мое 5-е слово. Окей. Слова имеют значение. Окей. Слова, которые ты используешь. Так что подумайте, чтобы избежать проблемных метафор. Позаботьтесь о том, чтобы действительно понимать правовые последствия того, что вы говорите. Если вы называете кого-то беженцем, являются ли они беженцами? Есть ли у них статус беженца? Если вы называете кого-то нелегальным иммигрантом, ты знаешь, что у них нет юридических... Представляешь, Райан, все эти вещи действительно имеют значение, верно? Есть много разных терминов, которые могут иметь юридическое значение, верно? Используйте правильные слова и избегайте проблемных метафор, которые заставляют людей думать друг о друге в негативном ключе. Есть еще несколько из моего списка из 7, но вы попросили только 5. Так что то, что я их забыл, довольно полезно. А какие еще были вопросы? Это было про 5 вещей для кого? Кто другой партнер? Для самих мигрантов. О, понятно. Не ожидайте, что СМИ будут говорить о вас хорошие вещи, если вы сами не будете пытаться говорить со СМИ, правда? Если вы не будете пытаться сделать свой голос услышанным, тогда... И как вы можете ожидать, что люди будут вас представлять? Так что вам нужно быть активным. И если вы хотите, чтобы люди вам верили, являются интересными и ценными членами сообщества, показать людям правильно, я имею в виду, это важная вещь, это может быть сложно, но это важно, отправная точка, думаю. Это одно. Понятно, что нужно усвоить одну очень важную вещь насчет законы в странах, в которые вы собираетесь. Убедитесь, что если вы путешествуете в какое-то место, если вы уезжаете, например, из Таджикистана и собираетесь работать в другой стране, убедитесь, что делаете это законно. Хорошо, не подвергайте себя риску попасть в неприятности с законом в этой стране или потерять деньги. Не пользуйся сервисами в безопасности и законности, которых ты не уверен. Да, поэтому важно делать все по закону. Читай медиа, используй медиа и узнавай больше о том, как изучите обычаи и культуру, которые происходят вокруг вас. Не только законы, но и, например,
какие нормы и практики существуют в той среде, куда вы собираетесь, чтобы вы могли понять и участвовать в обществе там. Или, по крайней мере, будь уважительным к обществу и не поступай так, чтобы не создавать проблем. Будьте дружелюбны, понимаете? Я имею в виду, что дружелюбие многого стоит. И что еще? Да, помните, что вы делаете что-то хорошее. Помните, что то, что вы делаете, это смело. И позитивный вклад не только в свою жизнь, если вы работаете в другой стране, и особенно если вы отправляете денежные переводы домой, вы не только приносите пользу Таджикистан, ваша семья и люди там, но и для страны, в которую вы приехали, потому что вы повышаете ее производительность и становитесь полезный элемент жизни и общества, так что не позволяйте никому говорить, что вы не важны, потому что это не так. И постоять за себя. Я думаю, это действительно очень важные вещи для людей, которые мигрируют, и мы всегда должны помнить об этом. Большое спасибо. Все в порядке, пожалуйста. Спасибо, что смотрите нас и оставайтесь с нами. У нас будет все больше и больше интересных подкастов. Не забудьте ставить лайки нашим постам в Инстаграм и подписываться на нас на YouTube и Инстаграм. Спасибо, пока.